Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс», и я ее ведущая Эльзира Юзаева. Как известно, татары издревле приобщены к письменности. До книгопечатания более 1000 лет тому назад татары использовали рукописные книги на основе арабской графики. В 1803 году в Казани был напечатан первый в мусульманском мире Коран. Именно в Казани, кстати, он был напечатан. Есть еще одна важная веха в истории книгоиздания. В этом году крупнейшее и старейшее издательство в России, татарское книжное издательство, отмечает свой 105-летний юбилей. И о таком значимом юбилее мы сегодня поговорим с заместителем главного редактора татарского книжного издательства Венерой Шамсудиновой. Венера, Исянмесес. Здравствуйте. Ну, во-первых, хотелось вас поздравить с этим юбилеем. Спасибо. А, кстати, сколько книг вообще было напечатано всего за эти 105 лет? Действительно, внушительная цифра. 105 лет, надо сказать, буквально недавно, 22 июля мы отметили эту серьезную дату. Да? За эту почти, точнее не почти, а более вековую историю издано более 500 миллионов экземпляров книг. Ни одно поколение выросло на книгах татарского книжного издательства. И с такой богатой историей, так скажем, издания разнообразных книг остается одно. Это, конечно же, сохранение творчества наших татарских классиков. Это привлечение новых имен, открытие новых литературных имен. И в целом привлечение к чтению на родном языке. Да, и сюда же входит и национальная литература, и учебная литература, и какие-то методические пособия для учителей, не так ли? Литература разнообразная. Если сейчас по сегментам говорить, это, и я, как вы уже сказали, и учебная литература, и художественная, это и проза, и поэзия, это и различные альбомы. В общем-то, нет той темы, которой бы не охватило татарское книжное издательство. Но вы еще большое внимание уделяете именно татарским классикам, так ведь? Да, татарские классики у нас ежегодно мы переиздаем. Есть такие имена, которые, так скажем, они на века, и это то же самое доказывает, что эти книги пользуются спросом, действительно. Они действительно каждый год у нас спрашивают, а есть ли у вас Габдулла Тукай, есть ли у вас Муса Джалиль, ну и так далее. То есть это те книги, которые... Это я несколько имен назвала. Есть действительно классики, которые переиздаются и переиздаются. И мы рады, что именно язык классиков и на сегодня настолько востребован. Венера, ну сегодняшняя книга, современная книга, она уже совсем другая, да? Совсем другой формат, смотрите, совсем другое оформление, совсем другое качество бумаги самой. На это тоже обращается внимание, да? Конечно, конечно. И бумага, и оформление. Есть, конечно, форматы, когда мы делаем и мягкую обложку, это действительно того требует те или иные издания, и они, те, которые можно взять с собой, например, вот очень совсем маленькие такие, да, книжки-малышки их еще называли раньше, татарские национальные блюда, но это легендарные рецепты Юнуса Ахмедзянова, да. Татарская кулинария пользуется спросом во все времена, тоже в том числе. Очень хорошо у нас ее активно спрашивают, когда мы участвуем в различных выставках за пределами Татарстана, в Москве, в Питере. Вот именно татарские национальные блюда, они, конечно, известны многим, и именно вот в таком виде мы решили издать такую книгу, потому что для хозяйки, например, взять с собой, положить на кухню. Помимо этого здесь есть еще формат записной книжки. Да, я вот смотрю, можно написать, например, что-то какие-то, да? Да, и при желании вообще можно, например, вырезать какой-то рецепт, разместить, например, на холодильник или же куда-то в удобное место. В общем-то, это то, что, не занимая много места, в то же время прослужит очень долго и, самое главное, эффективно для хозяек. А для детей? Для детей тоже, казалось бы, много уже всего издано, да, но наша задача искать новые возможности. То есть сейчас дети, конечно, они мега современные, они, конечно же, связаны в том числе и с гаджетами. Поэтому, с одной стороны, вот такой баланс соблюсти родителю очень сложно, но с другой стороны, хорошо, что есть книгоиздание, которое позволяет это сделать. Это различные интерактивные книги с кнопками, которые можно прочитать, тут же можно прослушать. Для самых маленьких, Для самых маленьких. Вы знаете, даже не только самые маленькие, уже даже постарше дети вот через звуковое вот это восприятие произведения уже интересуются так или иначе тем, что они прочитали. Помимо этого, это использование дополненной реальности, да, то есть когда, например, книгу ребенок разукрашивает, то тут же эта картинка из персонажа, она оживает. То есть наша задача, конечно, привлечь именно современного читателя. Столько новых форм вы используете, да? То есть, когда сегодня родители, например, жалуются, говорят, что вот нечего нам почитать на татарском, да? То есть это явно неправда. Ну, действительно так, но в то же время мы, конечно же,
остаемся на моменте, когда мы представляем книги, которые вот именно с книг ребенок проведет. Да? Вот, например, вот эта серия. Бренщикын. Да, Бренщикын. Она вот идет для возраста, вот, например, 0-3, да, это первая книга. Вторая – это 3-5 возраст и 5-7 лет. И исходя из этого мы уже подобрали здесь составляющие. То есть если это Бренщуадам, здесь, например, колыбельные, здесь такие короткие стихотворения, здесь в том числе какие-то формы игр с ребенком. То есть, исходя из этого, ребенок уже может расти и познавать татарскую литературу через игровую форму. Также уже, если постарше, это уже формат уже более таких сказок каких-то, может быть, уже больших, да, и так далее. Если это уже 5-7 лет, то это уже подготовка к школьному времени, то есть, соответственно, здесь какие-то уже задания идут, какие-то уже постарше уже может ребенок заниматься с этой книгой. В общем-то, это тоже классика, это не интерактив, но в то же время это такой, ну, я считаю, это на века, вот такая вещь. И это очень важно, чтобы ребенок сам открыл, сам почитал, Да. сам поинтересовался. Скажите, вот то, что оформление вообще нет никаких как бы проблем, да? Проблем нет, да. Да. И А то, что касается содержания, вот кто вот это все формирует? То, что вот такую сказку надо внести, такие стихи надо внести, вот они какую образовательную функцию несут? Мы, наша детская редакция, можно сказать, один из кропотливых трудов детской редакции, и именно детская литература, она одна из наиболее востребованных из нашего сегмента, и поэтому мы, конечно, очень чутко относимся к этому, потому что, ну, это наше будущее. Детские редакторы и заведующие детской редакции, они в тандеме с художником, в тандеме с автором, конечно же, изучают то, как это было, как это сейчас, помимо этого. И насколько будет интересно это детям, да? Конечно, да. Есть определенные нормы тоже, стандарты образовательные. Работаем с образовательным... Столько всего надо учесть. С представителями образовательных учреждений, да, которые, так скажем, и принимают участие в каких-то там формировании книг. То есть здесь, конечно, работа командная, и нет такого, что что-то где-то упускается. Здесь нет мелочей. И поэтому здесь и учитываются и современные тенденции, и, конечно же, нам важно сохранить то, что было. Да, Венера, но я понимаю, что случайных людей у вас нет. Многие у вас сотрудники трудятся чуть ли там десятками лет, да? И многие из них настоящие филологи, те люди, которые хранят именно правильный, истинный, качественный родной язык, татарский язык, не так ли? Да, у нас даже есть сотрудники, у которых всего одна запись в трудовой книжке, только татарское книжное издательство. Вот. И когда мы общаемся даже с коллегами, мы у них даже и так или иначе перенимаем и стараемся сохранить вот этот формат деятельности, который был тогда, но в то же время синтезируя его с современными какими-то тенденциями. Конечно, это сильные люди, это высокопрофессиональные, я бы даже сказала, люди, лингвисты, филологи, переводчики. Да, переводчики, к которым мы обращаемся, и если, например, рассказать про то, как работает у нас коллектив над книгой, то есть рукопись, помимо того, что она вычитывается, корректируется, ведется какая-то стилистическая работа над ним, грамматическая, но она еще несколько раз вычитывается. И вычитывается... Корректоры, наверное, некие такие, да? И корректоры, и редакторы. То есть это работа, знаете, настолько кропотливая. Читают не один раз, читают несколько раз. Мало того, читают даже друг другу, потому что как на слух, как на грамматику. Здесь вот, когда приносят рукопись, казалось бы, принесли рукопись, но вот это вот именно дотошная работа над каждой буквой, над каждой запятой и над каждым стилем той иной книги, это колоссальная кропотливая работа. А это знаете, о чем говорит? Это говорит о вашем отношении к маленьким читателям. Да. Да, это начинается от маленьких читателей, но в то же время, конечно, уже заканчивается более взрослыми читателями. Да. И... Когда идет отношение к самой книге. То есть как эта книга, в каком качестве вот она представлена, да, вот такое будет и отношение у человека именно к книге, не так ли? Да. И что касается оформления, мы в том числе привлекаем молодых специалистов. Мы в тесном сотрудничестве с КФУ. У нас есть творческая лаборатория, где студенты
приезжали дизайнеры, мы с ними проводим встречи, мы с ними проводим такие мозговые штурмы. Помимо этого мы используем их работы в наших обложках. И надо сказать, что взгляд молодежи, да. он тоже бросается сразу же сходу, и когда человек приходит, он обращает прям внимание на эту книгу, потому что, ну, что уж говорить, обложка это как платье, Да. как костюм, и на что обращает прежде всего человек. Поэтому работа с молодыми это тоже очень наше важное направление. Венера, то, что касается научной литературы. Я смотрю, здесь есть даже книги об истории татар. Да. И причем даже на нескольких языках. Эта книга вышла сразу в 3 книгах, в данном случае на Татарском татарском языке есть, да. Есть на русском и есть на английском языке. Вот именно историю татар тоже один из востребованных сегментов. И поэтому в этом году мы переиздали эту книгу именно на 3 языках, потому что есть спрос? Есть спрос. Есть спрос. И учитывая, что в этом году у нас проходят знаковые мероприятия, да, в Татарстане, в том числе международного уровня, вот такие книги, они на самом деле такое подспорье именно в этот период. Подобно же плана, кстати, вот можете обратить внимание, книга Шурале. Нет, вот если говорить про многоязычность сейчас, да. Шурале, которая издана на 15 языках мира. Есть в том числе на китайском. В одной книге легендарное произведение, известное Тукай, на 15 языках. Ничего себе. Поэтому работа не только, так скажем, в одном сегменте, но и в других, оно дает возможность татарской литературе уже продвинуться на мировой арене. Кто переводил все это? Здесь перевод многих специалистов, и здесь на самом деле настолько к оригинальности все приведено, потому что даже сколько раз зачитывали, сколько раз получали отклик, получали только положительный отклик. Поэтому эта книга снова переиздана. Ну, это ведь книга мирового уровня, получается. Да. То есть ее можно презентовать? Конечно, конечно. По всему миру. Да. Так же, как вот мы начали с истории татар, здесь, еще раз повторюсь, вышла на 3 языках. И историческая литература, вот так же, как, например, книга «Татарское ювелирное искусство». О, это так красиво, это так вкусно. Я обожаю смотреть. То есть это сережки, изю, это кольца, браслеты. На сегодня это единственная, можно сказать, книга, которая вобрала в себя самое полное. Смотрите, качественные фотографии какие. Полный фотоматериал, да, который вот отображает нашу... бумага. Поэтому мы здесь и отнеслись к этому очень скрупулезно и с точки зрения действительно бумажного оформления, чтобы человек, взяв в руки, он действительно как будто ювелирное что-то, драгоценное что-то берет в руки. Но ведь это даже вот подарить кому-то, да? Презентовать, да? Вот не стыдно, как говорится, показать разнообразие большое. Я, на самом деле, был бы, наверное, здесь еще несколько десятков столов. Мы здесь могли бы с вами бесконечно листать такие замечательные книги. И вот действительно хочется донести до наших читателей, что очень большое разнообразие. Но действительно сейчас есть выбор что, и в том числе в ценовом сегменте. И, конечно, в данном случае большая роль в этом поддержке руководства республики, потому что некоторые книги, они действительно социально направленные, так да, ведь? вот как раз-таки хотелось об этом подробнее рассказать, что, так скажем, одну из основных нашей деятельности это издание социально значимой литературы, которая поддерживается непосредственно руководством республики. Не каждый регион может об этом рассказать, мы можем, поэтому, пользуясь случаем, конечно, огромное спасибо за такую поддержку, потому что... что значит социально значимая Социально значимое — это издание книг, и это издание, например, для автора, оно абсолютно, он не тратит деньги, он приносит нам рукопись, попадая в план социально значимой литературы. То есть есть какой-то список определенный, да? Да, этот список тщательно отбирается очень, так скажем, серьезными людьми, поэтами, писателями, коллегиально, да. То есть это такой серьезный состав редколлегии. Здесь есть и представители Академии наук, ну, перечислять не буду, в общем-то, состав очень серьезный, и благодаря поддержке 75% издаваемого тиража у нас распределяется по библиотекам республики. 10% у нас уходит в библиотеки за пределы республики, это библиотеки по линии Конгресса татар, и часть тиража уходит в продажу. Со своей стороны мы, конечно, уделяем внимание тем книгам, которые, ну, мы видим, что людям вот именно эта книга очень востребованная. Мы уже со своей стороны уже за счет собственных средств
делаем дополнительные тиражи. Да, и, конечно, наша задача, чем больше людей прочитает, тем лучше. Вот. И благодаря этому книга, она становится доступна для наших читателей не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами. Ну, то есть вы же учитываете и спрос, да? То есть смотрите, Конечно. как книга пошла. Конечно, да? безусловно. У нас каждый раз есть исследования свои, маркетинговые исследования, то есть что больше всего просит, что больше всего требует. Помимо этого у нас налажена обратная связь с читателями через электронные носители, соцсети, электронную почту. Практически нет ни дня, чтобы, например, кто-то не высказал, вот хотелось бы эту книгу, хотелось бы эту книгу. Мы делаем постоянно опросы, и мы очень скрупулезно относимся вот именно к обратной связи, потому что это то, что делает нашу работу, так скажем, более востребованной. Венера, скажите, пожалуйста, но вы огромную вот роль уделяете как раз еще и научным изданиям, да, в том числе, например, вот таким плакатам. Плакатам. Да? Это же очень важный элемент в образовательной деятельности школы, так ведь? Да, вообще, если говорить об образовательных книгах, их действительно большое количество. Мало того, на нашем сайте в бесплатном формате размещены интерактивные учебники, благодаря которым по изучению татарского языка, да, благодаря которым преподаватель может войти на наш сайт и провести урок с помощью уже этих интерактивных. Чем особенность, в чем интерактивность? Там на проверку даются задания, они и аудиоформате, и в формате, так скажем, онлайн занятия, да, там сегментов очень много. Это помогает прежде всего и преподавателю легко изучить, вернее, легко подать материал, но и в то же время сейчас дети все-таки любят интерактивный формат, и это очень у нас на ура идет. Между прочим, татар, например, которые живут где-то за пределами Татарстана, да, мы, как известно, что более 70% татар вообще расселены дисперсно. Ну, это очень важное приобретение для них, так ведь? Открыли на уроке, посмотрели, позанимались, получили результат. А то, что касается вот таких таблиц. Да, в данном случае это алфавит. На татарском языке и справа-слева это на чувашском языке. Здесь хотелось бы, конечно, отметить поддержку комиссии по языкам в тесном сотрудничестве и при, так скажем, очень большой поддержки вышло очень много интересных проектов. И самое главное, опять-таки мы получаем отклик. Например, я немножко отойду от плакатов. Вот хотелось бы про самоучителей рассказать, которые тоже были выпущены при поддержке комиссии по языкам. Самоучитель татарского языка, самоучитель марийского языка и самоучитель удмуртского языка. Вот, казалось бы, да, самоучители разных языков, но каждый из них, можно сказать, что каждый из них востребован. Вот нет такого, что где-то что-то залеживается, вот оно вот просто идет на ура. Эти самоучители, они как горячие пирожки, грубо говоря, расходятся, да, и очень востребованы. Здесь уже на этапе, конечно, уже когда человек не только с нуля, но еще и хочет погрузиться больше в языковую эту среду. Здесь они вот действительно очень такие колоссальные помощники в этом плане. Между прочим, Максим Кузнецов, он сейчас, по-моему, живет в Питере, в Санкт-Петербурге, да. Человек, который сам выучил татарский язык, как я понимаю, по-моему, русский даже, да, по национальности? Да. Максим. Вы знаете, он, помимо того, что он сам выучил, и он вот как раз и через вот этот вот самоучитель, вот в такой форме, как вот человек, который не знает языка, у него попытка такая была, чтобы вот именно человек, не знающий язык, его с помощью этого самоучителя узнал. Он специально приезжал даже из Санкт-Петербурга, чтобы поучаствовать в презентации, представить эту книгу. И она, насколько я знаю, у нас даже сейчас уже разошлась. Да. Между прочим, вот эту книгу «Моначим» Алексея Арзамасова мы снимали в Удмуртии, в Удмуртской гимназии. Ее тоже используют в качестве изучения родного удмуртского языка. Вы знаете, у нас, когда он был выпущен, у нас просто соцсети наши взорвались вот именно с Удмуртии, что вот мы хотим именно такой самоучитель. На самом деле это то, что вот, требуется, это то, что действительно очень востребовано у людей, которые изучают языки. Я так понимаю, вот в работе с комиссией вы как раз и обратили внимание на такие проекты, которые вот самые-самые-самые необходимые. Да. Это энциклопедии, которые вообще ни разу не выпускались, не так ли?
ли? Да, да. Это Для самых маленьких энциклопедий. Вот да, кстати, по поводу энциклопедии, вот, например, Няняляр Китабе, это на татарском языке. Вот такого же плана выпущено тоже на чувашском языке. На чувашском языке. Да, вот и то же самое планируется в таком плане издать и на других языках. Посмотрите, какая помощь народам, да, в изучении их родных языков. Помимо этого, здесь еще очень такой богатый, можно я просто хотела показать, продемонстрировать, богатый материал не только прочитать, да, но еще и позаниматься. То есть, смотрите, пропись. Здесь также уже можно научиться такой писать. Букварь. Да, букварь. Затем здесь опять-таки в формате игр. Ну, настольная книга для воспитателя, для мамы, для папы. С этой книгой можно без конца и бесконечно изучать, и будет это очень интересно. Такая подготовка к школе. Подготовка к школе, да, но в то же время в начальных классах это, можно сказать, такая настольная книга. Настольная книга. И на чувашском языке тоже. На чувашском языке. Но у вас же еще вышли энциклопедии про машины, вот, про да, животных, да? Вот это как раз наш совместный проект с Росмен. Росмен издавал эти книги и с успехом реализовывал тоже этот проект. Татар-телинде, на татарском языке. Сейчас уже Хазринда уже татар-телинде, да. То есть вначале на русском был, да? Это Росменовский проект, да, то есть это переводные энциклопедии, которые очень пользовались спросом на русском языке, и вот сейчас они с успехом применяются, так скажем, потому что это все было распределено в образовательные учреждения, и, пожалуйста, то есть школы, могут... детские сады, все это получили бесплатно в пользование. Да. И они могут это использовать. Помимо этого, магнитные доски, например, у нас был проект по изучению татарского. Игры еще какие-то, да? Игры, да, которые тоже распределялись в образовательные учреждения, в детские учреждения, и дети. Мы затем получали отзывы от родителей. Многие родители как раз я хотела спросить по поводу обратной связи. Да. Есть хоть благодарность? Конечно, конечно, безусловно. И мало того, так как это, например, в дошкольных учреждениях стоит, некоторые родители говорят, мы бы домой бы даже хотели такое, потому что видят, каким интересом для детей это очень полезно, именно вот ощутив это все на руках, изучать язык, вот с интересом изучать язык. Но эти можно купить, у вас же есть свои магазины, да? Да, что касается фирменных магазинов, да, фирменные магазины есть наш сайт, это сейчас тоже я остановлюсь отдельно. Что касается фирменных магазинов, мы тоже, так скажем, идем в ногу со временем, и у нас руководство издательства тоже, изучая, так скажем, не только спрос, но и то, чем интересуются читатели, приняли решение, чтобы не просто подать книгу в формате почитать, но еще и в формате литературного кафе. Мы открыли фирменный магазин именно в формате литературного кафе, где можно книгу почитать, где можно с ней провести очень долгое время, да, здесь же попить вкусный кофе, чай, затем... Поделиться своими впечатлениями Да, поделиться своими впечатлениями, но мы не остановились на литературном кафе уже потом в более глобальном формате, это литературный ресторан. Ух ты, да, он же существует? Он существует, литературный ресторан в бывшем доме печати, поэтому и там мы тоже реализовали это совместно уже непосредственно с гостиничным комплексом, да, то есть это уже совместно с ними проект, где уже в ресторане, но там у нас, кстати, очень интересный формат для туристов. Туристы приходят, и когда они там останавливаются, видят такое многообразие книг, они говорят, а что можно взять, а что можно почитать, а можно прямо вот здесь вот, и, то есть, можно все. Да, и туристы так или иначе узнают о творчестве наших авторов, о том действительно многообразии, которое представляет опять-таки та же самая татарская национальная кухня. И затем об истории татар. Культура. Да, эти книги абсолютно стоят в открытом доступе. Можно почитать. И, кстати, иногда наблюдаем картину, что люди ходят именно, чтобы почитать в этот ресторан. Чтобы действительно не просто, так скажем, перекусить и так далее, а нам интересно здесь именно почитать. Потому что в формате вот таком вот исторического места, потому что там все, конечно, пронизано духом истории литературной. Поэтому, конечно, там еще вдвойне нам приятно видеть вот эти вот приятные возгласы и приятную обратку, когда, ой, как здорово, что мы можем не только покушать и попить чай, но еще и почитать. Да, Венера, но у вас еще есть и аудиоформаты, так ведь? Да, вот что касается нашего сайта, тоже проект был реализован. Это я, кстати, рассказываю про то, как было много всего реализовано за последние 9 лет, да, под руководством Ильдара Камильевича. То есть вот здесь вот уже с приходом такой молодой команды, да, мы, так скажем, и взяли вот такой
такой вектор на то, чтобы не только можно было прочитать, но еще и прослушать книгу. И при поддержке, опять-таки, руководства республики был реализован впервые, это вообще до этого не реализовывался, впервые реализовался проект по записи аудиокниг на татарском языке. В чем изюминка именно этих аудиокниг? Мы привлекли к зачитыванию книг известных дикторов, в том числе и ТНВ тоже есть дикторы, известных даже в том числе и авторов. Авторы у нас некоторые тоже сами зачитывали. Затем известные артисты Татарстана. Это все было сделано для того, чтобы, вот, скажем так, золотой наш фонд татарский, да, как звучит язык, как он красиво звучит, как он правильно звучит. Через эти книги осталось на века, да, и что спустя там 100 или сколько-то лет могли прослушать наши уже потомки, как звучал татарский язык уже на языке носителя, тем более известного человека. Поэтому этот проект получил продолжение уже на радиостанциях, некоторых их транслируют, и поэтому более 700 часов, представляете? Более 700, запись всего. Более 700 часов. Это колоссальнейшая работа. Когда шла работа над записью аудиокниг, пристально учитывалась нашими сотрудниками, вот как окончание, как интонация, ударение. Конечно, с профессионалами работать проще всего, и не пришлось много поправлять, но в то же время вот хотелось бы, чтобы вот как в книге написано, чтобы вот именно так это все уходило. Звучало. Венера, спасибо вам большое. У вас вся работа, она доведена просто до совершенства. И еще раз вас с большим юбилеем. Спасибо вам большое, что пришли на нашу программу. До свидания. До свидания.